Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина. И в канун предновогодья хотела вас порадовать еще несколькими счастливыми судьбами наших подопечных. У всех приятные хлопоты, суета, подарки, а мы всегда на посту. Они живые, и они не могут без нас ни дня, ни часа. В том числе и пристройство не останавливаем, ведь ради этого я их и спасаю. Итак, начнем с молодого мальчишки Майла, которому несказанно на редкость повезло быть забранным с улицы Москвы, когда его выкинули из квартиры, и он так и жил у своего подъезда под скамейкой. Тогда я его и забрала. Малыш, стой. Стой, зайка, стой. Вот такие мы, вот. Повезло, что не засиделся на передержке, а сразу после всех прививок и обработок уехал на пристройство в Германию. Там ему и нашли семью с ребенком. Все рады, все счастливы. А ребенку-то как замечательно расти с таким надежным, верным другом. Будь счастлив и здоров, милый, добрый Майло. Сына, пойдем домой, пойдем домой. Пойдем, маленький, пойдем. Пойдем, хороший, пойдем. Сейчас в клинику поедем. Пойдем. Ну, пошли. Пойдем, сына, пойдем. Пойдем, маленький, пойдем. Якутск ППЖ. Пойдем, полечим. Судьба этого парня висела на волоске. Точнее, он был не жилец. Забирали его из ППЖ. Уже не стоял на ногах, еле поднимался. Глаза и череп ввалились. Уже был отрешенный взгляд. Где-то капала кровь, к еде не прикасался. Сегодня увидела в ППЖ собаку умирающую. Он, уже неделю не кушает, воду не пьет. Он такой истощенный из ППЖ. И он спасти, у него кровь капает. Он вообще никакой стоит. Лекарства вот сейчас по аптекам ездила Ирина. Хороший. Если бы сегодня не забрала, ночью бы, но он, наверное, умер уже. А сдав анализы, забрав, и глядя на зашкаливающие показатели почек, врачи констатировали почечную недостаточность, и с этим не живут. Предложили его усыпить. Я перевезла его в Москву, положила в стационар и оттягивала, как могла. Обсуждали с врачами, какой еще шанс можно использовать. Все было нереально. Мочевина тоже зашкаливала. Во рту были язвы. Боль к еде и воде не прикасался. И последний шанс решили мы попробовать с врачами кормить его через зонд, вставленный где-то сбоку туловища. И вот туда обслуживающий персонал шприцом вливала паштетную жидкость. Все это было как во сне. Ненадежно, нереально. Шансов практически нет. Просто пробовали напоследок. Ну и в пятницу с врачом договорились созвониться, чтобы принять решение по усыплению. Это было невыносимо для меня. А через пару дней после кормления через зонд звонит лечащий врач, нефролог, со словами радости и счастья. Он начал есть, он оживает, анализы показывают улучшение.
Это невероятно! Это чудо!» — кричала она. Сама врач не могла поверить, но это так. Лечение активно продолжилось, и он пошел на поправку. Около месяца он пролежал в стационаре клиники и вышел оттуда совсем другим, счастливым, любвеобильным, интересующимся всем вокруг, зацеловывал людей. Ой, а это кто такой? Попрыгушка! Ты попрыгушка? Ты обнимушка? И поцеловашкин, да, поцеловашкин, ой, как. Чудо произошло. А зовут нашего мальчика Рива, и мы вам о нем рассказывали год назад. Долгий путь он прошел и по поиску семьи тоже. Это мы в деталях опустим. Не все легко далось, несмотря на красоту и замечательный характер. Но самое главное, этот потрясающий парень теперь счастлив. Нашлась и ему семья, где есть дети, которых он тоже будет опекать и заботиться. Его уже сводили в клинику, все как положено, будут следить за его здоровьем. Будь счастлив, дорогой Ривушка, ты заслужил это, как никто. Шикарного окраса огненно-рыжего Каспера я забирала из ППЖ год назад. Очень яркий, харизматичный, привлек мое внимание, наверное, своей красотой. Не вписывался он в застенки ППЖ. Забрала я тогда его из этого голодомора. Потом был пиар, поиск семьи. Жил в Москве на передержке и уехал на пристройство в Германию. Там и нашли ему семью. У него все хорошо, его любят, балуют, привыкает к вниманию человека. Дай Бог ему долгих лет счастливой, сытой жизни. За девочку Айсу я переживала еще в сентябре 23 года. Бегала она в пригороде Якутска, сжалась в земляных ямах, пыталась подойти к человеку и боялась человека. Очень ей было плохо. Все тело поедал домодекоз. Корки на голове, шее, ногах, кровила, чесалась, болела. Жалкая она была девчушкой. Ей отроду было тогда месяцев 6, но все это лечится. И лечится есть несложно, если в заботливых руках человека. Забрала я ее тогда с улицы. В Москве она прожила 2,5 месяца на индивидуальной квартирной передержке с лечением. Вот бы побольше таких передержек, чтобы с заботой, с ловкостью рук и большим терпением, чтобы можно было спасать и проблемных собак тоже. И уехала на пристройство в Германию. Девчушка оказалась очень веселой, активной, позитивной. Семью ей нашли хорошую, активную. Получаем приветы теперь от путешествующей Айсы с ее семьей. Ей самый раз много бегать. Горы, реки, природа. Будь счастлива, Айса. Все было не зря.
Шаман, собака с черной головой, тихая и незаметная, всегда лежала калачиком в вольере ППЖ, ничем и никак себя не проявляя. Попросила я снять ее поближе к человеку, чтобы понять, как она к человеку, не агрессивна ли, не кусается ли. И увидели, что она вполне дружелюбная, жмется к человеку, виляет хвостом, радуется. А так как просили за нее спасти, то пришлось мне обратить на нее внимание. Но не сразу, а через пару месяцев, ближе к осени, когда стало холодать и ей становилось все хуже, она выглядела страшнее, худее. Пришлось мне забирать эту собачку, и, как оказалось, это кобелек. На передержке в Москве он окреп, расцвел, пришел в свою норму, похорошел и уехал в Германию на пристройство. У него тоже все сложилось хорошо. Знакомится со своим домом, учится жить дома, много гуляют и шлют нам приветы. Будь счастлив, шаман, яркий, позитивный, человечный, добрый. Долгих тебе лет. Ja, fein. Bist du ein feiner Schatz, hä? Ja, fein. Ja. Wer zieht denn hier an der Leine? Der Knopf. Двух щенков, Ларса и Тиграша, вместе с мамкой Ликой я забирала в сентябре 23 года из Дагестана, и о них вам рассказывала тогда же. Щенки быстро выросли и долго не пристраивались, и чем старше становятся щенки, тем тяжелее их пристроить. Я, конечно же, расстраивалась, денег на оплату не хватало. С трудом, но одного взяли на пристройство в Германии, светленького, Ларса, где также долго искали ему семью. А Тиграш уехал вскоре в Швецию, сразу же в семью. С большим трудом, но замечательные дети обрели свое счастье. Как долго я этого ждала. Будьте счастливы, малыши, будьте умниками. А вот мамка Лика остается на передержке, которая тоже никому не нужна, кроме куратора, которому нечем за нее оплачивать. Сказала грустно я. Wenn Balu aufsteht, steht Lari auf. Guck mal, jetzt Steht Balu ist der Akku wieder voll ein bisschen. Jetzt rennen sie wieder 3 Runden und dann ist wieder vorbei. auf. Hör dir mal Lari auf. Oh. Друзья, если кто помнит ролик о Марсике, о котором рассказывал я вам в августе, которого пристраивали в Швецию, а потом забирали из семьи назад, уже из Швеции
в Эстонию. Это был август. Долгая была процедура по переезду, поиска транспорта на пароме, потом из порта Латвии в Эстонию и так далее. Спасибо нашим эстонским друзьям, что пришли на помощь, приютили, передержали. Не пришлось возвращать в Россию, откуда теперь тяжело выехать. А в Эстонии он за 1,5 месяца пристроился. Живет теперь в частном доме, на хуторе. У него семья, и он любимчик. Спасибо семье за нашего якутенка, подобранного когда-то в Якутске. Спасибо, что выбрала его. Он засиделся у нас на передержке, и ему очень нужна была семья. Теперь я за него спокойна. Будь счастлив, милый большой Марсик. Друзья, ну вот на сегодня и все. Я очень старалась не только спасать, но чтобы собаки обретали свою семью. Конечно, ничего бы этого не было, если бы не наши друзья-единомышленники в Европе. Огромное им спасибо за нелегкий, кропотливый труд по пристройству. Ведь спасение – это не житье на передержке в массовке, где всякое может быть. Передержка – это промежуточный этап, а спасение имеет завершающую фазу – это обретение семьи. Только тогда можно выдохнуть. Друзья, не бросайте их, помогайте им выживать и дождаться семью. Ваша помощь – это их жизнь. А если вы возьмете в семью, то это будет их счастье и благодарность. Без вас одна я не справлюсь. И еще, друзья, карту Тинькофф на мое имя разблокировали. Можно свою помощь присылать на Тинькофф мне или на Сбер Наталье. Реквизиты указываем в конце каждого ролика. Каждый ваш рубль идет на спасение и на жизнь собакам.